Об основных преимуществах, успехах и проблемах развития промышленного комплекса региона рассказал глава Ингушетии в ходе совещания под председательством вице-премьера России Юрия Борисова. Заседание прошло в режиме видеоконференц-связи. Калиматов выступил с инициативой о создании межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства в Ингушетии и обратился с просьбой ее поддержать. По его словам, предложение обусловлено целесообразностью локализации резидентов инвестпромышленных площадок, а также необходимостью развития их кооперационных связей, как внутренних, так и внешних. Также Калиматов сообщил о реализованных и перспективных проектах в Ингушетии. В Республике Ингушетия функционирует механизм сопровождения инвестиционных проектов. В режиме единого окна и сформирована вся нормативно-правовая база, обеспечивая повышение инвестиционной привлекательности и улучшение промышленного потенциала региона. Полный комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации мы поднялись с 72 места на 62-е. В связи с локализацией резидентов инвестиционно-промышленных площадок, также в целях развития корпоративных связей, как внутренних, так и внешних регионов, вошел на федеральный уровень с инициативой о создании межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства. В кластер будет входить свыше 23 предприятий, что приведет к созданию 900 новых мест и увеличение налоговых поступлений на 17%. Уважаемый Юрий Иванович, в связи с тем, что речь идет о создании первого алюминиевого кластера Республики Ингушетия, просим вас поддержать данную инициативу региона. Участники кластера будут претендовать на субсидирование в рамках импортозамещения производства строительных инструментов, что является востребованной мерой поддержки. В Республике Ингушетия в 2020 году были реализованы инвестиционные проекты по созданию обувного производства. Стоимость проекта 750 миллионов. 290 рабочих мест, это на сегодняшний день только. У нас в мае запускается, после этого там будет на швейном и обувном более 1500 рабочих мест. И лесоперерабатывающий комплекс «Мужичи» стоимостью проекта 320. Там 46 рабочих мест. По моему поручению в 2021 году усилена работа по ускорению запуска следующих инвестиционных проектов. Птицекомплекс «Южный» по производству мяса индейки. Планируется создание 250 рабочих мест. Завод алюминиевых сплавов «Реал». Планируется 58 рабочих мест. Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест Бренд» планируется 67 рабочих мест.